Волейболисты Енисея вышли из отпуска и приступили к подготовке к новому спортивному сезону в Суперлиге. Накануне на базе клуба прошло общее совещание, и подробнее об этом нам сегодня расскажет директор клуба Эдуард Носков. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, когда спортсмены уже приступят к тренировкам? Мужская команда уже вчера начала тренироваться, первая тренировка была, а женская сегодня выходит из отпуска и тоже начнут подготовку к сезону. А что изменится в команде в новом сезоне? Есть какие-то изменения? Да, конечно, каждый год в межсезонье проводится селекционная работа. В этом году это было тоже не исключение. В принципе, мы обновили все позиции, которые хотели, и много игроков и с именами, и молодых игроков пришли в нашу команду. Поэтому сезон будет такой интересный, и повышенное внимание со стороны специалистов и со стороны болельщиков. Есть, конечно, яркие имена, такие как Алексей Спиридонов, Александр Янутов. Те люди, которые выступали в сборной России. Но ожидаем приезд уже на сборы в Хорватию славянского связующего Дэйна Винчича, который стал в прошлом году серебряным призером чемпионата Европы. Это такие яркие приобретения, которые были в межсезонье. Ну и также, наверное, и в женской команде будут небольшие изменения. Да, в женской команде произошли ряд изменений. Мы уже через 2-3 дня весь список опубликуем на сайте. Последние переходы. Сейчас мы оформляем бумажную, так скажем, работу, подписание контрактов. После этого сможем уже полностью состав команды огласить. Ну, скажите, пожалуйста, как вы помогаете новичкам, можно так сказать, влиться в команду? Может, какие-то тренинги, приемы, чтобы они сыгрались на площадке? Ну, на самом деле, это уже работа тренерского штаба. Они ответственны за хорошую атмосферу в команде, за притирку игроков между собой. Но те люди, которые пришли, так грубо говоря, с именами, они уже... Сложно назвать новичками. Новичками, да, сложно назвать. Они уже имеют опыт переходов между клубами. Я думаю, что многих игроков друг друга знают. А что касается молодых игроков, то двое ребят пришли из второй команды, которые выросли в нашей системе, нашего клуба. То есть они тоже уже знакомы со всеми. Поэтому я думаю, что адаптация будет недолго. И команда уже в ближайшее время будет сплоченным коллективом. Какие задачи будут у команды в этом сезоне? Ну, на самом деле, сам чемпионат, розыгрыш чемпионата будет очень интересным. Подразумевает и плей-офф, и финал 6 чемпионата России. То есть такой миксовый будет вариант проведения чемпионата. Ну, конечно же, самая главная задача такая, это попасть в финал 6. Это заветная мечта. Я думаю, что порядка 10 клубов будут претендовать на 6 мест в финале. Но я думаю, что мы составим конкуренцию и будем стремиться. А есть ли уже даты первых игр? Назначены ли они? В этом году, к радости болельщиков, первые игры уже будут в сентябре проходить. И 5 сентября начнется соревнование Кубок России. И в Красноярск будет принимать первый тур. Поэтому будем ждать всех болельщиков в Доме спорта Дворкина. То есть домашние матчи будут проходить в Доме Дворкина. И хотелось бы узнать, на сегодняшний день, как развит волейбол, как молодежь к нему относится? Ну, как показывает, во-первых, статистика, это самый популярный вид спорта в Красноярском крае. Количество занимающихся около 35 тысяч. Но и то, что болельщиков полный зал, к сожалению, не такой большой, как хотелось бы, но иногда не всех желающих вмещает. Поэтому большой такой интерес, повышенное внимание, что способствует какой-то определенной гордости за наш вид спорта. Вообще, остается ли до сих пор обязательным требованием какие-то физические данные по росту? Потому как, одно время считалось, что не ниже 180 сантиметров нужно мужчине для того, чтобы играть в эту игру, женщине 175 и не меньше. Либо это уже стереотипы, и вы готовы взращивать чемпионов из менее рослых, может быть, спортсменов? На самом деле, с вводом новых правил, такой позиции, как свободный защитник либеро, то появляется возможность хотя бы одному человеку в команде быть возраста любого.
В основном это низкорослые игроки, ну, низкорослые по меркам Волейбола. Да, волейбол. то есть метр низкорослый, 1,80 м. метр 80, метр 85, да, это тоже низкорослый, как бы считается игрой. Но тенденция мирового волейбола в последнее время, что 1-2 человека в команде, ну, около метра 90, это такой универсальный игрок, который хорошо принимает. И, в принципе, в каждой команде мирового уровня, первых топовых команд, есть такой игрок. Но пока вот сборная России немножко исключение, но я думаю, что в ближайшее время что-то тоже поменяется. А что касается девушек, там какие нормы, так скажем, да, и параметры? Примерно если 10 сантиметров вниз отпустить, то будет у женщин примерно такая же ситуация, как. То есть разница примерно 10 сантиметров между мужчинами. Ну Я что же, думаю, ты желаем- можешь как раз Ну, на команду меня женскую- всегда, так скажем, ложили глаз физруки и преподаватели физкультуры говорили, и в институте, и в школе. Настасья, Я у вас всегда грамотно большое будущее в убегала с этого. волейбольном спорте. Да, к сожалению, да, не мой, видимо, вид спорта, но тем не менее, да, всегда меня пытались вовлечь в этот спорт. Ну, теперь уже не знаю, к счастью или к сожалению, не позанималась. Удачи, спортивных побед. Спасибо. Желаем вам. Напоминаю, в гостях у нас был директор клуба «Енисей» Эдуард Носков. Спасибо, что пришли к нам. Спасибо.